С того берега времени звучит голос войны, там, где бежит атака и пахнет гарью, а солдаты пишут последние письма на клочке бумаги, не из учебника, из детских сердец. Каждая песня как живая память, ноты сливаются в гимн подвигу, в рассказ без слов о том, что пережил их народ. А потом тишина, на сцене умирающий солдат, и рядом смерть. Она не страшная, она спокойная, она как итог. Эта сцена как крик из прошлого, который находит отклик в сердцах даже самых маленьких. Ученики не просто выступают, они будто становятся частью истории. Вот уж выполню задачу, кончу немцы и домой. Так, допустим, ну тебе-то и домой к чему прийти? Догола земля раздета и разграблена, учти. Когда ребенок говорит от имени солдата, это не просто роль, это боль, которую он принимает на себя. Это сердце, которое взрослеет раньше времени. Для многих из них Великая Отечественная перестала быть просто главой из учебника. Мы специально провели это мероприятие, дабы напомнить людям о таком сложном времени. С помощью этого мероприятия можно узнать, что в Ингушетии выходцев было более 20 тысяч человек, добровольцами свыше 4 тысяч. Для меня открытием стало, что на войне участвовали не только наши мужчины, но и женщины внесли огромный вклад. В частности, Красный Крест держался именно на женщинах, и я считаю, что мы не должны забывать об этом факте и должны гордиться подвигами наших предков. Такие мероприятия в любом случае нужны для патриотического воспитания подрастающего поколения, для школьников, которые только начинают формироваться мышление у детей. Организаторы отмечают, что во время репетиций замечали, как дети меняются. Пока они учили песни, читали письма с фронта, ставили сценки, они поняли, победа – это не слово, это жизнь, отданная за их детство. Огромное внимание в нашей школе уделяется, естественно, патриотическому воспитанию учащихся, потому что человек, знающий свое прошлое, смело смотрит в свое будущее. И вот такие мероприятия готовят детей к тому, что таким великим, большим понятием Родина, земля, честь, достоинство. А Марченко-то где? Погиб Марченко. Что ж, вечная ему память. Так ты насовсем или все-таки проездом подключаешься? Думаю, с вами пойти, товарищ лейтенант. Когда придется в мою часть написать, что он дезертир, дескать, сержант Анников. Общим написать все, что нужно. Все понятно. Назначаю тебя своим заместителем. Сегодня эти дети поют не только о прошлом, они поют ради будущего, ради памяти, которая живет в песне. Амина Зязикова, Билал Ахильгов, Магаз, 24.